После потери лица мне пришлось перейти на более мягкую пищу. Во время еды я вынимаю вставную верхнюю челюсть и жую с помощью пальцев, нажимая ими на нижние зубы. Несмотря на потерю обоняния, Донни может наслаждаться вкусом еды, но искусственная челюсть не дает упора, благодаря которому можно жевать. Но Донни переживает не только из-за этого. Он испытывает психологический стресс, когда видит реакцию людей на свой изъян. Порой дети смотрят на меня с ужасом и убегают к своим матерям. У меня сердце болит, ведь я не хочу никого пугать. Общительный Донни, в которого влюбилась Шерон, становится все более замкнутым. Испугавшись, что может потерять мужа, Шерон решила обратиться за помощью к интернету. Я пошла к компьютеру и набрала «Мой муж потерял нос». Выплыло очень много информации. Поиск навел Шерон на бывшего специалиста по маскировке ЦРУ, который, возможно, мог дать Донни новое лицо. На странице мистера Бэрона было много снимков людей, потерявших нос. Он ответил почти сразу, попросил выслать фотографии, что мы и сделали, и он решил взяться за этот случай. Спустя 8 лет после потери лица у Донни появилась надежда. Есть надежда, что у Донни снова будет нормальная жизнь. Мы с доктором Россом вас осмотрим. С помощью эксперта по маскировке врачи создали каркас, присоединяющий